Вы смотрите «Актуальное интервью», в студии Александр Лысак. Итак, гость сегодняшней программы Николай Похиленко, академик Российской академии наук, заместитель председателя Сибирского отделения Российской академии наук, научный руководитель Института геологии и минералогии имени Соболева. Николай Петрович, здравствуйте. Спасибо, что нашли время прийти к нам в студию. Итак, вы участвуете в Якутске в работе Всероссийской конференции «Геология и минеральные сырьевые ресурсы Северо-Востока России». Все-таки какие главные темы обсуждаются? Добрый день. На этой конференции обсуждается целый ряд проблем, связанных с региональными исследованиями, в первую очередь исследования арктических территорий республики, и не только республики Саха, но и прилегающих территорий, и исследования, связанные с проблемами, которые возникают с наращиванием и развитием минерально-сырьевой базы добывающей промышленности по твердым полезным ископаемым. Ну, к ним относятся благородные металлы, редкие, редкоземельные металлы, алмазы. Вот эти проблемы обсуждает целый ряд организаций, представители которых присутствуют на этой конференции, и включая делегацию такую достаточно серьезную от компании «Алроса», ну и золотодобывающих организаций в том числе, и представители ПГО «Якутсгеология», которые рассказали нам о планах и проектах, которые сейчас идут на территории республики. Ну, смотрите, сегодня много и на разных уровнях говорят об освоении Арктики, а вот для ученых что видится перспективным в этом направлении? Ну, не только для ученых, понимаете, ученые народ увлекающийся, и здесь вот эти проекты, которые предлагаются, они должны быть просчитаны с позиции планов развития этих территорий. И понятно, что перспективными будут те проекты, результатом которых будут востребованные виды полезных ископаемых и те виды полезных ископаемых, которые, в принципе, вписываются в стратегию научно-технологического развития Российской Федерации. Вот эти вот проекты, они требуют серьезного обсуждения и анализа. А кто должен вкладывать в освоение ресурсов Арктики? Это инвесторы, то есть частные какие-то крупные компании, или все-таки государство? Добывающая промышленность, подготовка уже к освоению месторождений, естественно, это в основном инвесторы. Но подготавливать вот эти территории, инфраструктура, доступность и серьезно обоснованные прогнозные ресурсы. Понимаете, не запасы. Запасы – это уже поставить на запас и те или иные виды полезных ископаемых и сдать их в Государственную комиссию по запасам, защитить их там, а потом начинать осваивать. Это да, это добывающая компания, это инвесторы. Но подготовка, начальный этап, региональные исследования, обоснование, серьезное объективное обоснование ресурсов, это государство должно делать. А какие есть крупные проекты? Вы можете дать, например, свою оценку? Ну, хорошо. Где создается, именно как вы описали, эту идеальную модель, мы должны создать условия, и потом уже добывающая компания может приходить работать. Ну, эта работа только начинается. Сейчас ведется в стране работа над стратегией развития минерально-сырьевой базы, потому что состояние минерально-сырьевой базы по целому ряду стратегически важных полезных ископаемых, она... в общем, ситуация не совсем хорошая. Наблюдается дефицит уже по целому ряду, я уже сказал, полезных ископаемых, таких как алмазы, к примеру, уран, золото, благородный металл. Потому что подготовленных территорий к освоению не так много. Они исчерпываются, в общем, единичными объектами. И поэтому надо серьезно над этим работать. Ну, что касается республики, то здесь стоит серьезная задача развития минерально-сырьевой базы алмазодобывающей промышленности. И есть очень серьезные перспективы выявления новых крупных коренных месторождений алмазов в арктической зоне, в том числе, и не только
только в арктической зоне республики. Ну и вот на слуху это вот месторождение, гигантское месторождение, тамторское месторождение редких и редкоземельных металлов. Не так давно объединение «Якутсгеология» принимало участие в реализации проекта по доизучению этого уникального месторождения. Вдобавок к участку Буранны, который изучался ранее и был запасы его были поставлены на баланс, изучались так называемые северные и южные участки. И запасы, поставленные на баланс, они были кратно увеличены. Вот. Помимо этого были выявлены новые типы руд и новые виды полезных ископаемых. К примеру, марганец, остродефицитный для нашей страны марганец. Это тоже в этом районе. И рядом еще есть неизученный целый набор таких же массивов, как Тамторский, но фактически не изученных. Это задача на будущее. А вот запасы по Тамторскому месторождению, они уточненные? Вот вы говорите, что кратно увеличились. Да. Значит, вот были поставлены на баланс запасы участка Буранны. Это еще вот в рамках геолого-разведочных работ «Алросы» велась такая работа в 90-х годах. Вот один из ведущих специалистов в этой области, вот Александр Васильевич Толстов, он имеет прекрасный опыт и работы и в Алросе, вот в Амакинской и Батобинской экспедиции. Затем он 5 лет он был моим заместителем в Академическом институте, вот этот институт геологии и минералогии. И сейчас он возглавляет научно-исследовательское геолого-разведочное предприятие «Алросы». Вот. И он ставил на баланс запас участка Буранны. Его ученики, вот вчера делал доклад Афанасий Слепцов о результатах работ по участку вот, северный и южный. Вот там выявлены были новые типы руд, например, пермские угли, в которых 26 килограммов на тонну редкоземельных металлов оказалось. И окисные такие, железоокисные эти самые руды, в которых очень высокая концентрация марганца. Это вот источником марганца может быть. Что касается редких редкоземельных металлов, то вот запасы их более чем в 2 раза увеличились. А в цифрах? В цифрах? Ну, так, точные цифры я вам не скажу. Это примерно... это десятки, где-то примерно 70 миллионов тонн. Это очень много. И прогнозные ресурсы, вот хорошие, обоснованные прогнозные ресурсы всего этого месторождения, это где-то примерно 152 миллиона тонн редкоземельных металлов. Это, понимаете, это больше, чем месторождение Баюнабо, крупнейшее месторождение Китая. Вот. Так что вот так. А вот смотрите, недавно в СМИ, например, появилась информация о том, что в Японии обнаружены большие залежи редкоземельных металлов. И как вот нам соревноваться вот с той же Японией в продвижении вот Тамторского месторождения? Нужно торопиться? Торопиться всегда нужно, потому что если вы хотите захватить ниши, еще имеющиеся ниши на мировом рынке, то нужно эти ниши, чем быстрее вы их захватите, тем более эффективно и с экономической точки зрения будет ваш проект. Поэтому есть ниши по средним и тяжелым лантаноидам. Понимаете, вот китайские наши коллеги имеют серьезные и контролируют серьезные запасы месторождений, добычи и продажи и потребления редких земель. Это номер 1 страна по этой части в мире. Вот. Например, по контролю рынка это более 70% контроля мирового рынка у наших китайских. И потребление примерно такое же в своей высокотехнологичной промышленности. Мы в этом отстаем не то что кратно, а 10-кратно. Мы очень сильно отстали, потому что вот год назад, чуть больше года назад, на совещании в Нижнем Новгороде президент нашей страны Владимир Владимирович Путин озвучил цифру потребления редкоземельных металлов. Она чуть больше 1000 тонн в год. В советские времена это было порядка 6500 тонн. То есть мы раз в 5 снизили потребление, это свидетельствует о уровне деградации нашей высокотехнологичной промышленности. Вот поэтому та стратегия, которая намечена
страной по развитию высокотехнологичных отраслей промышленности, предполагает уже к 30 году вот это потребление увеличить до 25 тысяч тонн. Представляете, 25 тысяч тонн. В металле нам вряд ли такое количество кто-то продаст. Наши китайские коллеги, они продают эти металлы в виде каких-то конечных изделий с высокой добавленной стоимостью. И это правильно. Вот. И нам надо развивать собственную добывающую промышленность, перерабатывающую промышленность и осваивать изготовление высокотехнологичных изделий. Брать пример с наших китайских коллег в этом деле, по крайней мере. А что с запасами алмазов в Якутии? Потому что, вот, насколько они изучены, ведь с аварией на руднике «Мир» в прошлом году этот вопрос действительно стал еще более актуальным. Да, актуален этот вопрос, и весьма актуален. Вот к 2026 году вот, существующие запасы рассыпей, которые поставлены на баланс, они заканчиваются в 2026 году. Если ничего нового не открыть, то, значит, рассыпей нет. Но будем стараться, в общем, помогать и вместе работать над этим. Но и коренные месторождения, они тоже проблемы большие, понимаете? Если ничего не открывать нового вот сейчас, вот, то где-то к 2037 году добыча снизится в 5 раз алмазов. Представляете? И нужно уже сейчас делать открытие, потому что от момента открытия до момента получения первой промышленной партии алмазов, как правило, проходит не менее 10 лет. Вот. Поэтому надо очень активно над этим делом работать. Мир не так много давал и в каратном, и в денежном выражении. Это примерно где-то в районе 8%. Да? Но скоро закончатся вот эти запасы таких трубок, как интернациональная, как Нюрбинская. Вот Батуминскую запускает, но она тоже ее ненадолго хватит. Через 10 лет где-то примерно эти запасы ее будут исчерпаны. Вот. Юбилейно очень много дает и по каратам, и по в долларовом исчислении, в финансовом, но тоже она в районе 35-го, где-то 32-го года тоже закончатся ее запасы. Смотрите, остаются считанные секунды, и хочется спросить, вот вы говорите о том, что закончится месторождение, закончится запасы. А что нужно сделать, как нарастить, чтобы не закончилось? Открывать новые месторождения. Перспективы открытия этих новых месторождений есть очень хорошие. И вот как раз мы обсуждали на этой конференции. Я вам могу сказать, что минимум 12 новых кимберлитовых полей, они свидетельствуют о их существовании вот на территории Республики Саха. Николай Петрович, спасибо большое. Я напомню, это была программа «Актуальное интервью». В гостях был Николай Похиленко, академик Российской академии наук. Спасибо.